Крымские татары. Их история – это борьба и мудрость, уничтожение и возрождение. За последние 500 лет этот маленький народ не раз пытались стереть с лица земли. Но храня в себе память многовековой истории, когда этот маленький полуостров имел огромное стратегическое значение на территории всей Европы, этот народ, как феникс из пепла, возрождался вновь и вновь. Давайте попробуем разобраться, почему этот уникальный народ, живущий на берегу Черного моря, так отчаянно сражается за Крым. С вами Андрей Саминин. Это передача об истории крымских татар. Ханский дворец и мечеть Джумаджами – памятники истории, которые знакомы каждому крымчанину. Но не каждому знакома история тех, кто возвел эти дворцы и сделал из Крыма процветающий, а самое главное – стратегически важный регион. Богатая культура, сильная армия, политические баталии и государственность. Первое в истории крымских татар – Крымское ханство. Сегодня мы попробуем с вами разобраться, каким образом крымский юрт превратился в Крымское ханство. Как мы с вами уже говорили, с приходом золотоордынцев на полуостров в начале 13 века в Крыму продолжает формироваться коренной народ – крымские татары. В это же время в Крыму начинается процесс исламизации. Ученые говорят о нескольких теориях появления ислама в Крыму. Одни говорят, что эта религия была принесена арабами, другие – турками. Но как бы то ни было, она здесь прижилась и стала доминирующей в Крымском ханстве. Крым стремительно развивался. Строились и расцветали новые города. В степной части появился Крым, или Старый Крым, административный центр крымского юрта и резиденция эмира Крыма. Что же касается южного и восточного побережья, то они принадлежали итальянцам, точнее генуэзцам. Генуэзцы управляли многими городами. Например, Кафа – это Феодосия, Воспра – это итальянское название города Керчь, крепость Чимбало – Балаклава, Салдая – это Судак. Между ордынцами и генуэзцами были установлены мирные отношения. Чаще всего они совместно решали вопросы экономического сотрудничества. Итальянцы привезли в Крым новые сельскохозяйственные технологии и новые способы обработки сельхозпродукции. Однако постепенно происходит процесс ассимиляции генуэзцев и местного населения. И если мы сейчас обратим внимание на внешние характеристики прибрежных крымских татар, то можем обнаружить в них и итальянские черты. Уже в 60-х годах 13 века происходят важные политические изменения, которые отражаются на истории Крыма. Начинается распад Золотой Орды. Улусы получают независимость от великих ханов. Однако внутреннее положение крымских ордынцев оказалось гораздо более важным, нежели их внешнеполитические проблемы. Фактически в 1261 году крымский юрт оказался разделенным надвое. За Перекопом раскинула свои шатры Ногайская Орда, на полуострове же утвердился, собственно, крымский юрт, который узаконился в своих границах только к концу XVI века. Во второй половине XIV века юрт достиг заметного могущества. Крымские ханы назначали своих сыновей вождями Ногайской Орды, а территориально власть Крыма распространялась далеко за пределами полуострова. Но с другой стороны, престол ханов был неустойчивым. Не существовало никаких положений, ни законодательных, ни традиционных, которые бы определяли порядок передачи власти. Правители захватывали власть силой.
В результате множества военных походов и битв к началу 15 века улус Джучи заметно укрепился. Кроме степной части Крыма, в него входили и предгорная часть, и часть горной системы Крыма, также крымский юрт и множество территорий на континенте. Однако после смерти золотоордынского полководца Егидея в 1420 году Орда фактически утратила контроль над Крымом. В Крыму утвердился Девлет-Берди, дядя Хаджи I Гирая. После его смерти началась ожесточенная борьба за власть. Тогда престол занимает первый хан независимого Крыма, основатель династии Гираев Хаджи I Гирай. В 1427 году он объявил себя правителем Крымского ханства, а в 1441 году был избран ханом и возведен на престол крымской аристократии. Хаджи I Гирай правил необычайно долго – 39 лет. Именно в этот период он стабилизировал и внешнюю, и внутреннюю политику ханства и установил реальную ханскую власть в Крыму. Новый хан провел юные годы при дворе литовского князя Витовта. Следует отметить, что именно Литва и помогла ему утвердиться на престоле. Ведя активную внешнюю политику, Девлет-Гирай укрепил международное положение Крыма союзом с Польшей и установил дружественные отношения с русским князем. В борьбе за престол он уничтожил одного за другим всех своих соперников, тем самым завоевал авторитет среди соплеменников. Затем он приступил к консолидации ханства, путь, который он видел в вытеснении генуэзцев из побережья. И с этого момента татарско-генуэзские отношения меняются в лучшую сторону. Консулы стараются не раздражать своих опасных соседей. Хан, наоборот, заинтересован в итальянском торговом посредничестве и в их купеческом флоте. Однако через 20 лет положение изменилось. Генуэзские города-крепости существенно ослабели. Турки захватили оба берега Босфора и таким образом перекрыли пути сообщения генуэзских итальянцев с метрополией. В то же время Крымское ханство существенно укрепилось. Таким образом, нужда в поддержке генуэзцев уменьшилась. Поэтому, когда в 1454 году под стенами Кафы появилась турецкая эскадра, Девлет заключил с ее командующим договор о совместном нападении на город. Историки относили Девлет-Гирая к мирным правителям, и войны его были вынужденными. И действительно, ряд реформ, проведенных им внутри государства, требовали мирного развития. Внутреннее административное, экономическое и культурное строительство было основным направлением деятельности Хаджи I Гирая. Хан воздвиг очень много мечетей, школ и активно культивировал ислам. До нас от эпохи первого Гирея дошла мечеть в Чуфут-Кале и Дюрбе дочери Тахтамыша Ненкеджан-ханым у восточных ворот крепости. Религиозная культура хана проявлялась и в том, что он совершил хадж. А для духовного просвещения он заимствовал опыт генуэзцев и готов был взамен оказывать материальную помощь христианским монастырям. Девлет-Гирай добился немалых успехов, заимствуя у южнобережных и готских соседей образцы земледелия, ремесел и торговли. Наиболее показательным из его достижений могут послужить бейлики. Это небольшие феодальные владения во главе с беем. Среди них наиболее известны бейлики родов Яшлав, Шерин, Барын и Аргин. Наиболее же важным результатом внешней и внутренней политики Девлет-Гирая было достижение экономической и культурной самостоятельности, а также полная политическая независимость от Золотой Орды. Таким образом, под влиянием внешних и внутренних факторов крымский юрт превратился в Крымское ханство. Первое в Крыму ханство, которое стало очень сильным государством, способным бороться за территорию со своими соседями, такими как Московское княжество, Великое Литовское княжество, Королевство Польское и Османская империя. Как оно будет развиваться дальше? С какими сложностями столкнется и каких добьется успехов? Об этом мы расскажем вам в следующей серии.